Ассалам алейкум, добрый вечер, приветствую всех, друзья, с вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 23 сентября 2021 года, 21:00 по Берлину и 22 по Джахару. Приветствую вас, друзья. Так, начнем с Божьей помощью. Так. Собираемся потихонечку, да? Вот у нас лайков много, а ожидающих нет. И мне постоянно сообщают, и вот сейчас начали заново уже писать, что происходит отписки, не приходят уведомления. Вроде бы канал потихонечку развивается, то удушающее вот их действие почему-то временно прекратилось, и оно прекратилось после того, как Байден встретился с террористом Путиным. Но, по всей видимости, канал, конечно же, дальше давят и будут по всей вероятности продолжать. Но ничего, что нас не убивает, делает нас сильнее. Так, Аслан Лорс, Машволь Аслан Лорс. Как найти? Ва алейкум ассалам, Бейбарс, ва алейкум салам, чеченский след, рязанский сахар. Ва алейкум ассалам, Машволь. Здравствуйте всем честным людям, говорит чеченский след, рязанский сахар. Так, Бислан Ахмад дал это бойлахун, дейли исхуй Бислан. Машволь Аслан и все остальные берзлой. Дейли ирсалам маршал, хуй леди хо и угол маш. Итак. Сегодня давно мы не обсуждали эту тему, а вы, многие мои постоянные зрители, знаете эту тему. Я ее уже много раз рассказывал, объяснял, разбирал по косточкам, можно сказать. Ну и вот сегодня дата, и поэтому взрывы домов в 99 году, и не только взрывы домов, которые были в сентябре, но были и другие террористические акты, когда русская ФСБ убивала русских ради величия русских, как мы все знаем из рассказа Путина, из ответа в одном из своих интервью, что он считает, вас считают убийцей. Почему вас считают убийцей, был такой вопрос. Он сказал, что это связано с Чечней, что там и так далее, и так далее. Но он хотел сказать, что он это говорит, что я это делал ради величия, ради русского народа и России. Только Россия в полной канализации находится, а русский народ вымирает по миллиону в год. Да? И во всем мире Россия сейчас не рукопожатна в том виде, в котором ее, не знаю почему, по какой-то непонятной причине, отсутствие мозга, я не могу сказать, у целых государств, особенно у таких мощных и великих государств, которые есть тут на Западе. Несмотря на это, Путина сами ввели во все институты, во все международные институты, сделали его легитимным, несмотря на то, что все прекрасно тогда еще понимали, и что взрывы домов и теракты – дело рук ФСБ, Путина и Патрушева. Лично я ответственно об этом заявляю. Хотя до меня огромное количество людей. Не так, чтобы огромное, но какое-то определенное количество людей все-таки говорило об этом. Поэтому мы будем еще раз сегодня обсуждать эту тему. И я хотел бы рассказать небольшие детали. Сейчас я тогда отвечу на приветствие, потому что мне тут товарищи наши, друзья заходят, и надо проявить уважение. Держись, брат, правда на нашей стороне, говорит Беслан Ахмадов. Да, мол, отцащие куяц, Беслан, не свою сила в правде. Абсолютно так. Леди Аслан, горжусь тобой, жаль, помочь ничем не могу, кроме дуа. Дуа – это очень сильное оружие. Спасибо тебе, леди. Молитесь за то, чтобы несправедливость проиграла. Не за меня, а за то, чтобы несправедливость проиграла, а правда восторжествовала.
а я являюсь только проводником этого. После меня будут, и до меня были, и после меня будут. Ничего страшного. Хотя, я думаю, мы им еще очень много попортим нервов и крови. Чеченский след, рязанский сахар напоминает. Ставим лайки, подписываемся на канал. Адольф Чечен. Aslan içkeri ona u so am wala ha vidya tsana. Адольф, حنيكيات أدمي شوتر سندلا وايش حباني ويترو حبر شو قون حسوي تاني российский посольство يلش حوايغا حولا حو برش بوش ما هو يه ماش خليو أتي كوك بوش نجات قسيوي أشتي كوك بوش على يه زودر شي كوتش كنيان تسوس إذا أشتي كوك بوش ماش خليوش ما هو саможивич حولوشي российский посольство уйдующий хулу агдовощему согласующий ювен волчунал чауин волу остальное это все болтовня, поэтому ты уходишь в бан. Так, пойдемте дальше. Беклербек Нагай. Салам алейкум всем. Ва алейкум салам, Беклербек. Зазам Дешвили. Гамарджоба, Аслан Гамарджоба, аудитория канала. Гаги Марджос Зазам. Асланбек Тутаев, салам маршал. Дума Саргадели, салам маршал. Хуль. Так, как найти антиплохого из-за хорошего, если он из твоего племени? Заза, ты о чем? Как найти? Окей, ты за плохого и за хорошего. У нас нет племен, Заза. Ты, наверное, еще в Африке проживаешь где-то. Нет, у нас племен давно нет. Наша нация, чеченская нация, имеет тысячелетние корни. Нация, сформировавшаяся давным-давно, с великой культурой. Поэтому я думаю, зайти сюда, чтобы ругаться, не самое лучшее. Мы будем обсуждать очень интересную тему. У нас родословная, говорит Асланбек. Так, давайте перейдем к основной нашей теме. Так, Виктор Маркович, ассаламу алейкум, асан. Эрдоган перед визитом РФ заявил, что Турция не признает аннексию Крыма. Как думаете, почему нет такого заявления по аннексии ЧРИ? Виктор Маркович, алейкум ассалам. Ну, давайте тогда сейчас немножко отвлечемся на ваши вопросы, а потом поговорим о нашей основной теме. Эрдоган и крымские татары – это люди, говорящие на одном языке. И как бы нам ни пытались разные люди доказать, что мусульмане все братья на земле и так далее, но на деле все получается совсем не так. Поэтому Эрдоган как националист, как патриот своей страны, как президент своей страны, заботится о всех тюркоязычных, в том числе и о крымских татарах. И я очень рад этому заявлению Эрдогана. И крымским татарам нужна наша поддержка, наше внимание. И тот лайтс-вариант геноцида, если так можно сказать, происходит над крымскими татарами только лишь потому, что внимание мировых СМИ, украинских СМИ привлечено вот к Крыму. И всего мира привлечено внимание к Крыму. Но несмотря на это, идет уничтожение по национальному признаку именно крымских татар. Поэтому я рад, что Эрдоган так сказал. Но Турция никогда не была такой стопроцентно за нас. Турция всегда была за тюрков. Это нормально, ничего плохого в этом нет. Конечно, было бы хорошо, если бы нам помогли. Но ну, что есть, то есть. Поэтому нет заявления такого, потому что мы не работаем, мы, чеченцы, ничего не делаем. Вернее, мы уже очень много сделали на самом-то деле. Но мир так несправедлив. Вот. Не знаю, наверное, так как-то. Так, шалом, Аслан. И все гости канала. Аслан, держись, клянусь Богом, они трусы. Шалом, Исаак, приветствую тебя.
Чечне сделали необязательным чеченский язык. Это правда? Я не знаю. Беклербек Нагай, я не знаю. Ну, чеченский язык с 2010 года занесен ЮНЕСКО в перечень исчезающих языков. Это большая проблема. Так, Фриман на месте. Антипутинизм. Добрый вечер всем соратникам, борцам с империей зла. Приветствую тебя, Фриман. Так. Вардас, витаю. Аслан, витаю. Витаю, Вардас. Приветствую тебя тоже. Так, как найти? Хорошо, обратил внимание. Заза, прошу не доводить до греха, как говорится, до бана. Евгений, Аслан и всем АА, ШМ, ДВ. Да. Приветствую, Евгений. Рима, Исаак, Евгений, шалом. Так, да, здоровайтесь, общайтесь, это хорошо. Эрдоган националист. Да, это он националист. Так, Чинхо Машволь, ва алейкум ассалам, Чинхо. Так. Так, здесь зависает у нас, да? Только в России при оккупации Крыма татары становятся террористами. Да, именно так. До оккупации Крыма, еще в 2014-2013 году уже, по-моему, было усилено, вернее, Хизбут Тахрир, который очень сильно был распространен, вот это течение, вот эта идеология, течение, можно сказать, на территории Крыма, где не считалось террористической, в России они были внесены в запрещенные в террористические списки. И я как раз вел пару дел именно по Хизбут Тахрир. И это было предвестником того, что потом, как выяснилось, да, тогда я об этом не догадывался. И после того, как Россия захватила Крым, их уже квалифицировали, я уже занимался делом, когда их квалифицировали как террористов и большие сроки им давали за участие вот в этой экстремистской организации. То же самое можно сказать про все, куда приходит Россия, там появляются резко террористы, все несогласные с оккупацией становятся не людьми, террористами, фашистами, каратистами и так далее. Это Россия. Это фашистская страна Россия. Как найти? Салам, хорошо бы Аслан выделил тебя такой же ключ, как и Султан. Салам, хорошо бы Аслан выделил бы тебе такой же ключ, как и Султан. Так. Аслан, наконец-то сегодня выдали документ политический. О, отлично. Супер. Виктор Маркович, Баркала за ответ. Пожалуйста. Вардас, жаль, мы литовцы тоже не поддержали Ичкерию, простите нас ночи. Спасибо за слова. Хоть и запоздалые, но еще ничего не закончилось, только все начинается, и история не заканчивается. Чеченский народ находится в оккупации, в заложниках, весь народ. Мы находимся в тяжелом положении, и кто бы как ни говорил, но несмотря на это, мы находимся в тяжелейшем положении, и нам нужны будет голос даже одного человека. Тем более стран Балтии. Мы вас всех очень уважаем. И литовцев, и латышей, и эстонцев. Литва. Леонас Вакеротас. Жадность, деньги, подкуп. Наверное, в этом беда. Совесть засунули в так называемом демократическом мире. Здравствуйте, свободолюбивые люди Литва. Приветствую тебя, Леонас. Да, именно так. Именно так.
жадность, коррупция, малодушие. Вот основные причины, по которым Запад довел ситуацию вот до этого состояния. Если бы тогда, в конце 80-х, в начале 90-х, когда Запад, который покупался фактически хорошими контрактами, там, другими привилегиями, в том числе и американцы, которые пошли на поводу, запустили, как говорится, посадили свинью за стол, она и ноги на стол. Мы предупреждали, мы все об этом предупреждали, но им, живущим далеко, им легче, потому что не их люди гибнут, потом, когда возникает проблема. Им легко можно торговать нашими жизнями, нашими принципами, и так далее. Теперь это коснулось всех. И это не закончилось далеко. Это будет продолжаться и усугубляться. Это будет продолжаться. Файтер Израиль. Эрдоган говорил, что будет защищать Азербайджан, но в ходе последней войны в Карабахе договорился с Путиным, и в Карабахе впервые за 30 лет появились русские войска. Говорить он умеет. Да, говорить они мастаки. И самое интересное, мы, простые рядовые люди, просто хватаемся вот за любую вот эту риторику, которая нам преподносится. О, это спаситель, это все мессия. Я при всем при этом очень хорошо отношусь к турецкому народу, к Турции очень люблю и уважаю. Искренне. Потому что турки, турецкая нация, это нам близкая нация, очень помогавшая нам. Там у нас очень много беженцев, которых приютили. Но к самому Эрдогану у меня двойственное отношение. При всем при этом я понимаю, что человек делает хорошо для Турции. И это хорошо, пускай делает для Турции. Было бы хорошо, если бы вот это декларируемое распространялось на всех, а не вот не только. Так сложился мир. Фриман антипутинист. На просторы России опять потянуло перед выборами рязанским сахарком. Да, и нам нужно сейчас возвращаться к нашей теме рязанский сахар. Ассалам алейкум, неуловим Джо. Ва алейкум салам. Так, чино маш оверса ваш. Так, Асан, как я вас уважаю. Вы настоящий ночью. Варда, спасибо. Взаимно. Так, вы тоже настоящей ночи. Как найти Делеса Машин? Чинго документ выдалите. Так, все, давайте я перемотаю, друзья. Извините. Нужно. Так. Так, давайте перейдем к нашей основной теме. Ури, салам машал масарга, дейлер салам машал. Ури, всех я вас приветствую. Так, друзья, я хотел сегодня поговорить об очень важной дате. 23 сентября 99 года. 22 перейдем к 22 сентябрю, а день рязанского сахара это 23 сентября. 22 сентября были найдены мешки с гексогеном. Давайте по порядку. В течение всего 99 года и не только. Друзья, я ваш комментарий не читаю, не вижу, поэтому я буду сейчас говорить по основной теме. В течение, вообще, после Первой русско-чеченской войны очень сильно активизировались российские спецслужбы. Президент Масхадов ничего не мог поделать.
Его окружение, его товарищи, соратники, которые Первую войну вместе бок о бок с ним находились, под разными предлогами начали делить посты, скажем так, да. Некоторые заслуживали эти посты, почему бы и нет, а другие нет. Был избран президент Масхадов, президентом Аслан Масхадов, и после этого у нас начался бардак. Люди, которые вчера еще сражались против российской оккупации, сражались против русских, начали с русскими делать какие-то дела. Их использовали в темную, по большей части. Проводились разные спецоперации по дискредитации людей, по стравливанию людей. Аслан Масхадов пытался не проливать кровь чеченцев, то есть чтобы не быть, не угождать или не идти на поводу у русских оккупантов. И вот всячески пытались как-то препятствовать. Всячески Масхадов пытался как-то делать, но не проливая кровь, не убивая чеченцев. При этом нужно отметить, что Чеченская республика Ичкерия находилась в руинах во всем мире. С нами не так сильно хотели иметь дела, потому что тот же радикальное течение мусульман, которое тогда еще не казалось таким каким-то опасным, но Россия готовила свой план. Одним из них, который проводил вот эту радикальную исламскую вот это течение, был Мавлади Удугов, ну и другие лица. Многие попали. Даже Аслан Масхадов попал в эти сети, и он тоже начал подыгрывать. Или, я не знаю, идти, или возглавить пытался вот это движение как-то. При всем при этом было допущено очень много ошибок. Это тоже нужно отметить, несмотря на то, что, конечно же, вины нашей в войне и в убийстве нас, нашей как таковой нет. Ни нашего президента, ни всех остальных. Но, конечно же, были засланы огромное количество агентуры, которая проводила разные диверсионные акты. Об этом есть много видео, есть видео, где задержаны есть разные люди, которых Россия по всей России собирала, российские спецслужбы, ФСБ по всей России собирала, и под видом разных лагеря, под видом обучения засылались в Чеченскую республику. И такой большой такой котел появился в Чеченской республике, который не управлялся никем. Правоохранительная система Чеченской республики не работала в должной мере. Ну и вот было то, что было, как мы все помним. И в это время, все время российские средства массовой информации, сейчас вы можете это наблюдать по Украине, и несколько еще лет назад по Украине это было отчетливо видно, началась пропаганда против чеченцев. Хотя эта пропаганда, она не прекращалась с начала 90-х, но тогда она стала вообще оголтелой. И чеченский след, если вы помните такое выражение, это уже стало таким мемом. Чеченский след, чеченский террорист, бандитизм, криминал и так далее, и так далее. И этому способствовали разные пропагандисты из разных российских средств массовой информации. В 1999 году проводились террористические акты не только в 1999 году, но в 1999 году усиленно начали проводиться террористические акты. Потом в сентябре сейчас, одну минутку. Э, 5 сентября 1999 года, до этого был создан орган, который
Сейчас, одну минутку. Мне нужно точное название этого. Вот. Исламская шура Дагестана распространила декларацию Исламского государства Дагестан и постановление в связи с оккупацией государства Дагестан. Документы датированы 6 августа 1999 года. Главой исламского правительства стал Саруждин Рамазанов. Шамиль Басаев был назначен военным амиром Конгресса народов Дагестана и Ичкерии, а Хаттаб стал его заместителем. И с тех пор Басаев уже должен был помогать вот этому правительству Дагестана. Я считаю это большой стратегической ошибкой нашей стороны. Нам не нужно было ни в чем участвовать, при всем при том, что Басаева называли начальником штаба или замом начальника штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия на момент вот этой спасательной операции, когда Басаев пошел в Дагестан. Далее, 5 сентября русские несколько лет разрешали в горных населенных пунктах. Приезжал туда Степашин, Ельцину они очень нравились, эти бородатые ваххабиты. И разрешалось установить вот эту шариатскую форму правления, откуда были выгнаны все российские милиционеры дагестанские. И затем началась операция заманивания Басаева. Мне кажется, ни Басаеву, ни кому-либо не следовало участвовать еще раз ни в каких этих действиях. А у себя в республике наводить порядок нужно было. Но никто не помогал, вернее, не так хотели помогать Басаеву, скорее Масхадову, скорее хотели забрать власть у Масхадова, все вот окружение. И ныне живущие тоже, и погибшие тоже. И вот 5 сентября, когда уже несколько дней шли боевые действия на территории России, дагестанцы попросили помощи. И 5 сентября чеченские добровольцы и рядовой гражданин Чеченской Республики Ичкерия на тот момент, который не занимал никакой государственный пост, никакую военную должность государственную, Шамиль Басаев и Хаттаб пошли в Дагестан на помощь женщинам и детям. Благодаря этой спасательной операции удалось спасти несколько сот дагестанских женщин и детей, которые русские просто уничтожали, сбрасывая на них бомбы и артиллерии. После того, как несколько дней продлилась эта операция, сразу же на второй или на третий день вот этих событий, когда еще только был в августе, когда были объявлены вот Дагестан и исламское государство Дагестан, Аслан Масхадов, законно избранный президент Чеченской Республики Ичкерия, официально на митинге отрекся от того, открестился от того, что это являются чеченские вооруженные силы, что чеченцы не имеют к этому никакого отношения, как государство, и что это втягивание Чеченскую Республику в войну. После того, как Басаев со своими товарищами, добровольцами удачно провел операцию и вывел всех женщин, детей в Чечню, спас тем самым этих женщин, детей, начались взрывы домов. Как я ранее говорил, взрыв первого дома прогремел в Буйнакске, то есть в Дагестане, 4 сентября 1999 года, где к 9-этажному дому был подогнан грузовик, и ночью около 12:00, полночь, был совершен подрыв этого грузовика. Чеченцы задержали нескольких исполнителей этого террористического акта, и была видеозапись допроса этих людей, и она имеется. Если будет суд, конечно же, чеченская сторона предоставит эту видеозапись. Этот взрыв должен был был произведен после того, как Басаев, они туда вошли, для того, чтобы связать
Басаева с этими террористическими актами, которые последуют далее. Следующий взрыв произошел 8 сентября 1999 года в городе Москва, тоже около 12 часов ночи это было, ближе к полночи это было. 8 сентября был взорван дом на улице Гурьянова. Следующий взрыв произошел 13 сентября, это было в районе 5 утра. На улице, на Каширском шоссе произошел очередной взрыв. Два дома в Москве были взорваны для большего эффекта, для привлечения внимания общественности. Потому что когда взрывается что-то в Дагестане или где-то на Кавказе, русские не то чтобы они переживают, они радуются, когда гибнут. Я свидетель этому, я очевидец этому. Проживая в России, я видел, как они радовались убитым и погибшим людям, и абсолютно многим, не всем, конечно, многим. Поэтому взрывы произвели в Москве. Два было взрыва в Москве. Третий взрыв произошел 16 сентября в городе Волгодонске. Этот взрыв был направлен на то, чтобы Запад испугать, так как в 70 километрах от Волгодонска, если я не ошибаюсь, это 70 километров, находится самая большая атомная электростанция, расположенная ближе всего к Европе, к Западу. Это должно было испугать. И это сработало в какой-то степени. Да? Это должно было послужить казусом Белли, что вот на русских напали в Дагестане. Это не возымело должного эффекта, и автоматически сразу же был задействован план Б по взрывам домов. И вот что происходит. 16 сентября происходит последний взрыв дома в Волгодонске. И следующий взрыв 22 сентября, тоже уже на утро 25-го он должен произойти, тоже в районе 5 часов утра или 4 часов утра в городе Рязани. Это то место, где самое большое в России количество военных училищ, разных военных учреждений, казарм, частей и так далее, и так далее. И это такой, я это называю мотиватором. Это был мотиватор для русских, которые должны были потом, вот эти рязанские, вот эти обучающиеся, вот эти убийцы, вот эти российские военных училища, они должны были топить чеченцев в крови. Несмотря на то, что 23 сентября 22 были задержаны, найдены, обнаружены мешки со взрывчаткой. 23 сентября были задержаны, все молчали, делали вид, что ничего не произошло. Да, нашли бомбы, круто, задержали, пока никто не задержан, обнаружили, предотвратили террористический акт. И все радовались, что вот удалось все-таки предотвратить теракт. 23 сентября были задержаны 3 сотрудников ФСБ, которые по телефону разговаривали с конспиративной квартирой в Москве, конспиративной квартирой ФСБ в Москве. Задержанные предъявили удостоверение ФСБ. И после этого началось что-то невообразимое. Министр МВД Рушайло 23 числа уже сообщил, что обнаружены взрывчатка и задержаны люди. И это уже 24 сентября. Патрушев днем это где-то говорит. Но 23 сентября днем сообщается по вестям, по России, или Вести это называлась программа, сообщается, что что обнаружены мешки. Вечером Зданович, есть такой пресс-секретарь пресс-службы ФСБ, который, видимо, информационным прикрытием занимался этого террористического акта, сообщает, что там не было взрывчатки. Экспресс-анализ, который проводят местные рязанские полицейские и ФСБ, обнаруживает, что это
гексоген, что это взрывчатое устройство, детонатор, который обнаруживается, 3 мешка, вот крест-накрест сложены были, и в самом верхнем мешке и разрез, и туда помещен детонатор. Детонатор настоящий, гексоген настоящий, об этом говорят сотрудники полиции или милиции Рязанской области тогда еще милиции. И на второй день, когда задерживаются уже ФСБшники, Зданович вечером говорит, что не было никакого взрывчатого вещества, что это нет. И на второй день Рушайло заявляет, что задержаны, министр МВД. А Патрушев говорит, что это были учения, и никакого взрыва не было, и не было сахара. И это был сахар. Давайте я вам покажу это видео, чтобы было наглядно, можно было продемонстрировать. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Однако не прошло и получаса, как с ответным словом в кулуарах министерства выступил глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Да, там оказался сахар. После того, как Патрушев заявил, что там был сахар, Путин сделал следующее заявление. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. И после этого начались массированные бомбардировки. Мой стрим сегодня называется «Начало войны», да, открытой агрессии. На самом деле это не совсем так. Просто здесь уже авиация начала применять. До этого тоже русские заходили, занимали территорию. В Наурском районе проводили спецоперации. Я вам буду сейчас показывать эти видео, как они дальше продолжают всячески проводить провокации и нарушать нашу границу, заходя к нам. Давайте я вам покажу видео от 24 уже сентября, на следующий день. Это фрагмент записи, не очень хорошего качества, но давайте посмотрим на НТВ. Буквально несколько, даже не столько мне важно вам показать весь этот информационный выпуск, который очень длинный. И там будет рассказываться сейчас о событиях в Чечне и так далее. Этого я вам показывать не буду. Я просто вам хочу показать самое начало. Что русские начали бомбить в первую очередь, когда они начали захватывать нашу страну? Это было телевидение. Им нужно было заткнуть чеченцев, чтобы как можно меньше о том, что чеченцы не взрывали эти дома, чеченцы об этом чтобы не говорили. По какой-то причине чеченцы на самом деле не кричали во весь голос. Как я сейчас это понимаю, нужно было делать усиленно и очень сильно. Именно давить в эту точку. Это Кощеева игла фашистского, путинского, патрушевского режима. Здравствуйте, на канале НТВ новости. В студии Марьяна Максимовская. Федеральная авиация разбомбила телецентр в Грозном. Бомба практически полностью уничтожила оборудование, и вещание телевидения Чечни прекратилось. И сегодня российские военные впервые подробно продемонстрировали съемки ударов по Чечне, снятые со спутника. Президент Масхадов призвал мировое сообщество направить в Чечню своих наблюдателей, а из Чечни в Ингушетию направляется новый поток беженцев. Итак, сегодня был нанесен новый удар по Грозному. На этот раз целью стал Грозненский телецентр. Подробности в репортаже Сергея Холошевского. Ну, если вы слышали, она говорит, это новый удар по Грозному. Значит, это не первый удар, который уже наносится. Впервые после начала боевых действий в Дагестане. Вот это преступник Корнуков. Долго будет рассказывать нам, показывая карты. Обратите внимание, именно такие карты мы видели, когда был сбит Боинг над Украиной путинскими террористами.
Тогда тоже они рисовали какие-то карты, изображали какую-то видимость, что они точечно наносят удары. Корнуков заявляет, что уже несколько тысяч чеченцев убито, называя нас разными боевиками и так далее. Поэтому давайте перейдем сразу к следующей теме. Главным обвиняемым по взрывам домов 1999 года был Басаев и Хаттаб. Потом эта версия начала переигрываться, потому что Басаев открестился от этого, отказался от этого. И нужно было как-то по-другому строить свое вот это обвинение. И, как обычно, запутывая, говорили. И вот тут азербайджанский канал нашел Шамиля Басаева и задает ему вопросы. Шамилю Басаеву. Давайте посмотрим, что отвечает Шамиль Басаев на то, что обвиняют чеченскую сторону в взрыве домов 1999 года. Здесь Шамиль Басаев, здесь стоит тоже отметить, что Шамиль Басаев говорит, что он удивлен, почему ни один чеченец до сих пор не взял на себя эти взрывы. И я могу объяснить, почему ни одного чеченца не привлекли к ответственности за эти взрывы, ложно обвинив как десятки тысяч чеченцев, незаконно 26 тысяч чеченцев незаконно осуждены и находились, погибли, кто-то уже вышел, находятся в местах лишения, в концлагерях фашистской России. Так вот, не обвинили и не сделали виновных чеченцев, не нашли чеченцев, на которых бы повесили это преступление, только лишь потому, что был обнаружен вот эти мешки в Рязани. И это, как вы заметили, сразу же прекратились все взрывы. Этих домов больше никто дома не взрывал, что странно, да, надо же продолжать. И были задержаны в Рязани сотрудники ФСБ. Поэтому дальше разбираться в этом, когда МВД России в лице Рушайла тоже нужно отметить, получил звезду героя, ушел в тень куда-то, но дальше не стал. Министр МВД должен был расследовать. Это человек, на руках которого огромное количество крови, как русских в России, там небезызвестный Рубоп, также и чеченской крови, граждан Чеченской Республики Ичкерия, на МВД России и Рушайла лично. Вот этот трусливый генерал испугался, получил свою звезду героя и ушел на покой. Хотя он же заявил, что задержаны сотрудники, обнаружены тогда взрывчатка и гексоген. Именно потому, что были задержаны ФСБшники, и именно потому, что внутри силовых ведомств России было недовольство и ропот, было принято решение просто засекретить. И, как известно, взрывы домов 1999 года засекречены на 75 лет. Точнее, учения в Рязани засекречены на 75 лет. Как говорит еще один ФСБшник, адвокат, который защищал, как бы представлял интересы, хотя на самом деле никакие интересы он не представлял, жителей дома в Рязани. Давайте послушаем Басаева. Немаловажную роль сыграл ли еще и взрывы в Москве зданий, домов, жилых домов, когда начали взрываться в Москве жилые дома и во многих населенных пунктах. И самое главное, как вовремя. Да, и я бы хотел узнать еще ваше мнение по этому поводу. То есть до сих пор они, хотя говорят, что здесь и чеченцы взрывали, до сих пор нет ни одного фактора, где не было представлено ни одного фактора, когда бы не поймали конкретно никого, кто бы взрывал эти дома. Я лично удивлен тем, что русские до сих пор, не нашли там чеченцев. Потому что по современной методике пыток, которые русские применяют в концлагерях, в первую очередь против чеченцев, по этой методике пыток давно пару тысяч чеченцев признались, что они совершили эти взрывы
И также, я думаю, даже признались бы, что они в свое время убили даже Александра Македонского. Я удивляюсь, почему до сих пор еще никто не признался. Вот все эти вот конкретно взрывы домов, Салман Радуев, он брал все эти взрывы, любые взрывы, которые происходили, он брал ответственность за эти взрывы на себя. Каково ваше отношение вот конкретно к Салману Радуеву? Я очень удивлен, что именно сейчас, когда Салман находится в плену, что сейчас он не признался в этом, потому что русские могут его заставить против его воли даже, потому что сегодня они ухищренные методы пыток применяют и, в частности, накачивают наркотиками пленных. Да и вообще за пленных не считают сегодня вообще полное бесправие, это беспредел сильнейший идет. И практически кто хотя бы на неделю попадает к ним в руки, уже выходит оттуда полностью калекой. Поэтому очень удивительно, что они до сих пор не нашли, как говорится, чеченского следователя там. Но с другой стороны, очень хорошую идею они нам подали. То есть у нас практически была проблема именно со взрывчатыми веществами, именно хорошие идеи, как сделать взрывчатку, подали. А так, тот же гексоген или любой вид взрывчатки, как сделать сегодня в интернете, только ленивый не найдет, везде все есть. А для нас тем более особых проблем нету, чем возиться с минеральным удобрением. Нам лучше по республике, у нас море боеприпасов, есть даже многотонные бомбы, которые просто взрываются, их вытащить оттуда, выплывет тротил. Это очень просто, тем более сейчас у русских бомбы кончились, и они с самолетов бросают это веревки, которые предназначены для разминирования минных полей. Там чистый пластик полностью, у нас тоннами это есть, у нас проблем для этого нету. Потом еще насчет этого чеченского следа по этим взрывам я сказал бы, в ту войну мы такого не делали. Хотя геноцид был сильнейший, трудности были, это не делали. В эту войну тоже сейчас это не делаем. Спрашивают, зачем нам войны и нету, тогда обратите внимание, мы только в Дагестан вошли, пришли, и то нормально, никаких проблем не было, мы победителями ушли оба раза. Зачем нам это взрывать? Просто элементарный вопрос. Выгоды-то нету. Если сегодня мы это взорвали, еще можно понять, там сейчас много, они здесь разрушили, много людей убили, трудности, ожесточенность, там можно сейчас это еще так понять, так сказать, но тогда зачем? И тем более русские всю жизнь на крови своих граждан, используя свой народ как быдло, они всегда на них выезжают, и от того, что там пару домов взорвать и сотню другую человек убить, именно гражданских, простых людей, кто от этого выиграет и какой нам от этого резон? Нам, именно чеченским муджахидам, которые и в ту войну, и в эту войну защищали тех же русских, простых мирных граждан и здесь Чечни, и там России, нам, которых этих же солдат отдавали их матерям сотнями в ту войну и в эту войну, зачем нам эти взрывы делать? Да, нам не следовало делать эти взрывы, и они нам были абсолютно не то что невыгодны. Мы никогда, чеченская сторона, не делала такого, как говорит Шамиль Масаев. Ну, давайте дальше. Продолжим тему сегодняшнюю, чтобы напомнить. Как вы знаете, буквально на днях Европейский суд по правам человека признал убийство Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ, который был убит террористическим ядерным используя ядерные радиоактивные полоний-210, именно за то, что он начал разоблачать ФСБ, свою бывшую контору, и лично Путина с Патрушева. Давайте послушаем, что говорит этот удивительный и отважный человек. Подрыва 5-го дома в Рязани.
Значит, с 21 на 22 сентября ФСБ пыталась подорвать дом в Рязани. Они этот дом заминировали. И по чистой случайности жители дома обнаружили эту взрывчатку. Приехали саперы, разминировали эту взрывчатку. Вот, завели уголовное дело с окраской терроризм. И начали искать террористов. И буквально через 1,5 дня они их нашли. Задержали этих людей, эти люди оказались офицерами ФСБ. Причем произошел такой момент, очень, знаете, как бы курьезный. В это время, когда их задерживали, проходила расширенная коллегия Министерства внутренних дел Российской Федерации. И министр внутренних дел Рушайло, в то время он был министром внутренних дел, он заявил следующее. Я, говорит, хочу поздравить наших коллег, предотвращен террористический акт в Рязани. Нами такая работа уже ведется. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. И как раз вот после этих слов по времени совпало, что задержали этих людей. Эти люди были офицеры ФСБ и тут же доложили Патрушеву, что они задержаны. Тогда Патрушев буквально через полчаса в этом же самом здании выбегает из зала и заявляет, что это была не попытка взрыва, а это были учения. И там был не гексоген, а был сахар. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Все вещественные доказательства по делу, они опечатаны и находятся. А вот тот самый Зданович, о котором я вам только что говорил. Находятся вот в этом. Мы не можем ее вскрыть без следователя. Это решение должно быть определено. Но мы специально принесли. И знаем, что это процессуально. Специально пакеты не принесли. Ну, ФСБ, ну, бесстыжие, просто такие наглецы. Оформлено все было, закреплено в документах, чтобы не возникло вопроса такого, что вы говорите про сахар, написали одно, а там была взрывчатка. И смех, и грех, извините. Значит, вот стенограмма заседания Совета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 13 сентября 1999 года. Селезнев, председатель Государственной Думы Российской Федерации, начинает собрание и говорит: здравствуйте, уважаемые коллеги, садитесь, значит, и начинается заседание. Значит, он начинает выступать, о повестке здесь говорит, и вот заявляет: Селезнев Геннадий Николаевич. Вот сообщение еще передает. По сообщениям из Ростова-на-Дону, сегодня ночью был взорван жилой дом в Волгодонске. Это 13 сентября 1999 года. Сразу хочу заметить, что 13 сентября не был взорван дом в Волгодонске. 13 сентября был взорван дом на Каширском шоссе. А дом в Волгодонске был взорван 17 сентября 1999 года. То есть мне удалось установить, кто передал 13 сентября 1999 года записку Селезневу о том, что взорван дом. Эту записку ему передал Лях, его помощник, который в течение длительного времени являлся агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации, агентом российских спецслужб. То есть получается, что из ФСБ Ляху была передана записка о том, что взорван дом, чтобы Селезнев это озвучил на заседании Совета Государственной Думы. И они ошиблись во взрывах. То есть дом 13 числа они взорвали на Каширском шоссе, а написали, что Волгодонский. А Волгодонский дом они должны были взорвать по плану 17 числа. Нужно принимать меры. Надо всю диаспору. Слышите? Сейчас, подождите, я включу камеру, чтобы меня было видно. Видите, вот этот мерзавец, который недавно здесь в Европе умер, его жена, его дети, заработав миллиарды у русских, своровав у русских миллиарды, на месте, где ФСБ взорвало, еще нет никаких доказательств. Уже обвиняет чеченца, и по всей Москве, это мэр Москвы Лужков, как вы видите, начинает репрессии против всех чеченцев. Лично у меня есть вопросы к Батуриной, жене этого человека, этого преступника, этого мерзавца и подонка. Почему вы наворовали деньги, выпили сколько могли нашей крови, а здесь живете спокойно? Так не пойдет дела, господа, так дела не делаются.
Всю диаспору чеченскую. Слышите? Всю диаспору чеченцев. Мы всегда с бандитами разговаривали на языке закона, а они с нами по понятиям. Сегодня быстро, решительно, сжав зубы, задушить гадину на корню. Если мы сегодня этого с вами не сделаем, завтра будет хуже. То есть все, кто приближается к этой тайне терроризма, которым занимается ФСБ в течение 12 лет на территории Российской Федерации, все люди либо застрелены, либо умерли скоропостижно. То есть я не вижу ни одного живого на территории России, кто бы вот плотно этим занимался, то есть не просто наскоками, а вот именно серьезно этим занимался, требовал и самое главное, кто требовал бы от власти ответа, ответить на конкретно поставленные вопросы. Сейчас не здесь это. Ну сейчас я тогда выключите камеру, я пойду возьму на русском языке книгу, сейчас ее прочту. Я вам сейчас дам на английском и посмотрите. Им сейчас надо и следы заметать своих преступлений. А кто о преступлениях знал? Аня Политковская знала, что творится в Чечне. Сын мой знал о взрывах домов. Непосредственно свидетели. Сейчас они будут убивать и остальных свидетелей. Бандиты всегда делают, они заметают свои следы. Я могу сказать, что я в 99-м году, как тогда, так и сейчас, я все-таки думаю, что это наши спецслужбы, но руками чеченцев. Ну, а если это наши спецслужбы, то зачем? Public relations. Нужен был взрыв соответствующих настроений в обществе, нужно было начать войну. Нужно было так ее обосновать, чтобы у общества не было вопросов никаких. И чтобы взбунтовать эмоции таким образом, чтобы они победили у людей. Намечались выборы. Из Путина надо было сделать высокорейтинговое существо, которое может из ничего стать хозяином Кремля. В российской терминологии царем. Другого способа, как война, и желательно кровавая, но нет, не было. И его сделали. И войну начали. И сделали ее кровавой. И никого не шокировало летящие на Грозный бомбы. Да, отлично. Все правильно. Я знал Аню хорошо. Я знал, насколько она слаба. Я знал, как она боится. Буквально за 1,5-2 месяца до ее гибели мы встречались в Лондоне. Я уже 1,5-2 года ее уговаривал. Я говорил: Аня, ты уже давно перестала быть журналистом. Ты переросла это. Ты эксперт. Тебя слушают, тебя слышат. Ты можешь для России и для всех сделать намного больше, если ты сохранишь себя и останешься здесь. У тебя столько материалов, которые ты 10 лет только езди и говори, и привлекай внимание. Она говорит: нет, я журналист, я все равно журналист. Я говорю, а потом она признавалась. Она говорит: Ахмед, ты не представляешь, как я боюсь. Я захожу каждый раз в подъезд и думаю, что я последний раз туда захожу. Вот просто она сказала это слово. И вот у меня постоянно в голове вот эта ситуация. Мы это не знали. Удобно не сказать то, что я знаю. Здесь прозвучал прямой вопрос: кто убил Аню? Я даю прямой ответ: Аню убил господин Путин, президент Российской Федерации. During one of our last meetings, she asked me directly, "Can they kill me? Do you think they can kill me?" Я говорю: конечно, Анечка, могут убить, и я вообще советую тебе уехать из этой страны хотя бы на время. Она мне сказала, что угрожал Путин. She said that Putin threatened her. Он ей передавал угрозы через Хакамад. Раньше ведь меньше убивали, потому что они были подконтрольны ЦК. И на каждое убийство надо было получать разрешение ЦК. Это довольно сложная была процедура. А сегодня они решают просто на уровне своих кабинетов. Так что сейчас убийств стало очень много, гораздо больше, чем в мое время. Были и тогда были убийства, но гораздо меньше.
А теперь это просто им гораздо проще, чем идти в суд, доказывать что-то. Ему грозили беспрерывно. Несколько раз я сам был свидетелем. Ему звонили на мобильный прямо из Москвы и говорили: ты что думаешь, ты в безопасности там в Лондоне? А? Вспомни Троцкого. Это однажды здесь в Кембридже был. Мы гуляли по городу с его сынишкой. Солнце, весна, птички поют. Вдруг звонок. И они ему грозили все время. The trail left by the Polonium 210 is spreading beyond Britain. The two British Airways aircraft that flew European and Russian routes. Мне, в общем-то, все равно, который из офицеров КГБ его убил, один, другой или третий. Мне это совершенно не важно. Я отлично понимаю, кто заказчик. Вот это я понимаю, поскольку они особенные, не прятались. Как вы, наверное, читали в моих заявлениях, они в июле приняли специальный закон, позволяющий президенту России использовать свои спецчасти для уничтожения врагов, экстремистов, как они пишут, внутри России и за пределами. Закон был принят, Путин его подписал 27 июля, а министр обороны немедленно выступил, Сергей Иванов, и сказал, что списки уже составлены. То есть они это сделали абсолютно открыто. Ну, конечно, внимания никто не обратил. Ну, появились первые жертвы. И это, уверяю вас, не последние. Он просто всегда мне говорил: Марина, ты понимаешь, я опер. Вот я опер не в том смысле, что он занимался этой работой, а он просто вот по-настоящему. Человек, который может эту работу делать, может быть, лучше, чем другие. Как известно, Анна Политковская, Александр Литвиненко были убиты бандой ФСБ. И буквально на днях ЕСПЧ признал власти России ответственными за отравлением Литвиненко. К большому сожалению, это заняло огромное количество лет. Давайте послушаем эту новость. Я свою жизнь никогда не боялся, не боюсь. Если бы я боялся свою жизнь, я бы не делал то, чем я сейчас занимаюсь. Имя экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко прогремело после его публичного заявления в 1998-м, что спецслужбам России было приказано убить известного политика и бизнесмена Бориса Березовского. Спустя 8 лет в Британии, где он получил политическое убежище, был убит сам Александр Литвиненко. Ему стало плохо после чашки чая, выпитой в лондонском отеле «Миллениум». Позже в чае нашли следы редкого радиоактивного изотопа полоний-210. В подозреваемые сразу попали россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, с которыми Литвиненко встречался за чаем. Их экстрадиции требовали власти Великобритании, но в России им отказали. Из той бумажки, которую прислала ваша прокуратура в Россию, нет никаких доказательств. Почти 15 лет спустя Европейский суд по правам человека постановил, что доказательств достаточно, чтобы признать Лугового и Ковтуна не только виновными в убийстве, но и то, что они действовали от имени российских властей. В России на этот вердикт отреагировали резко. Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобное утверждение, как минимум, голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям. Отношусь к этому решению очень скептически. И считаю его максимально идиотским и максимально подрывающим репутацию Европейского суда по правам человека. Вот после такого решения лично для меня, да и для многих людей, кто знает меня, кто знаком с ходом расследования, просто этого органа, как Европейский суд по правам человека, просто не существует больше. По сути, это означает, что реального наказания за отравление Литвиненко никто не понесет, по крайней мере, пока. Но вдова экс-сотрудника ФСБ не теряет надежды. Мы все еще надеемся, что те, кто виновен в этом преступлении, предстанут перед судом в Британии, когда режим в России сменится. Я уверена, что это случится. Самое важное, чего мы добились, это заявление, что Россия ответственна за это преступление. И это важный сигнал не только для моего круга, но и для всех людей в России, что Европа и остальной мир не слабые и не собираются сдаваться в своей борьбе против антидемократического режима в России.
По словам вдовы, этот месседж для нее гораздо важнее, чем 100 тысяч евро компенсации морального ущерба, который ей вряд ли выплатит правительство России, несмотря на решение Европейского суда по правам человека. Итак, как здесь верно написал Фриман, у России нет будущего. Если Россия не признает вот эту позорную, страшную страницу своей истории, если не будет покаяния перед нами, чеченцами, за то, что, взорвав своих же русских женщин и детей, спящих в своих домах, уничтожили сотни тысяч чеченцев. За 2 войны, 2 российско-чеченские войны, фашистской Россией убито 30%, 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, среди которых 42 тысячи детей. За эту колоссальную бойню, за эту кровавую, огромную, в новейшей истории нету более страшного преступления, которое совершено кем-либо. Ни Слободаном Милошевичем, который умер в Гаагской тюрьме, ни кем-либо другим, даже самой России не совершены более страшные преступления. Пока не совершены. В Украине убито уже 15-16 тысяч человек. В Грузии убиты много людей. И сейчас я нисколько не сомневаюсь, я об этом делал отдельное видео, вы это видели, мои постоянные зрители, что вирус, коронавирус, который сейчас запущен и который никогда больше не покинет человечество, это болезнь, это зараза, как СПИД, который также, я уже уверен, что и СПИД тоже был запущен тогда КГБ, сейчас коронавирус их наследниками. И человечество, которое потыкало, которое ради нефти, ради газа, ради других полезных ископаемых, добываемых из России, оккупированных территорий Россией, то есть чужих, не русских, вот этих полезных ископаемых. Ради этого западный мир, который на сегодняшний день является ведущим в этом мире, и это невозможно оспаривать, пошел на поводу и довел ситуацию до сегодняшнего положения. И это еще не конец. Ведь не только Путин совершал эти взрывы. Да, говорят, вот не станет Путина и все наладится. Я в этом не уверен. Пока не будет осуждена банда ФСБ, как когда-то была осуждена идеология нацизма, когда не были гитлеровцы осуждены, пока не произойдет этого, мир не будет спать спокойно. В мире не наступит спокойных, счастливых, нормальных, человечных дней. К большому сожалению, пока еще мало кто понимает или разделяет, или смеет говорить то, что мы говорим. Но, несмотря на это, будут появляться люди, которые будут говорить эту правду. Несмотря на то, что будут убиваться они сами, будут убиваться их родственники, будут подвергаться дискредитации, ну и всяким возможным, всем вот этим арсеналам, которые есть в распоряжении банды КГБ, ФСБ. Несмотря на это, рано или поздно правда восторжествует. Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. И я в это верю. Да, Аллах, будет так. А теперь перейдем к вашим вопросам, друзья. К вашим комментариям. Так.
Нас опять спамят, нас опять атакуют, разные тролли и так далее. Ну ничего. Так, Тойзен к нам зашел. Пока Рашка имеет такую территорию, она никогда не признает. Да, Тойзен, да. Как сказал уважаемый Пол Гоббл, Россия будет соблюдать международное право, когда в ясный день со стен Кремля будет видна граница России. До тех пор русские будут пить кровь как самим себе, так и всем, кому им возможно пить. К большому сожалению, это факт. Так, Фриман антипутинизм. Все эти войны в Чечне, Грузии, Украине и взрывы домов были нужны Кремлю для отвлечения внимания русского народа от разграбления России. Россия разграблена, народ в нищете, но еще ослеплен ненавистью. Да, именно так. И когда Путин говорит, что он убивал и стал убийцей ради русского народа и России, это абсолютная ложь. Все, что исходит, как и все, что исходит из мерзкого рта этого мерзавца и подонка. Путин убивал и русских, и чеченцев. И богатым стал он, самым богатым человеком, наверное, на земле, и его окружение, и банда ФСБ. Не русский народ стал богатым. Русскому народу дали мнимое величие, которое через несколько лет, когда нечего будет просто-напросто кушать, испарится, и они станут такими же, какими были в конце 80-х, в начале 90-х. Когда им уже будет плевать на свое величие, просто нужны будут ножки Байдена, это уже будут, или какого-нибудь другого президента. Так называемые куриные ножки. Поэтому будем дальше освещать, и правда восторжествует. Тойзен, я всегда с вами, редко пишу в чат. Ясно, Тойзен. Баркал. Фриман антипутинизм. Валерия Новодворская, Господь, видимо, осознает, что такое Россия, поэтому весьма скупо отпускает ей ясные дни, как бы еще всемирный потоп на отдельно взятой территории не устроил. Я думаю, к этому мы уже подошли, к всемирному потоку на отдельно, хотя я думаю, они сделают так, чтобы как можно больше людей втянуть. Во все это. Так, надеюсь, что они получат вместо ножек, между ножек, говорит Вардас Паванда. Как найти? Кадыров, твоего отца Путин убил ради русских. Ну каково тебе, а? Говорит, как найти. Даже самый Фриман антипутинизм, даже самый либеральный, оппозиционный и проукраински настроенный россиянин рано или поздно проколется и выдаст свою имперскую сущность в вопросах захвата Крыма или оккупации Чечни. Именно так. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити, напоминает Аду Давлетюк. Так, друзья. Я вам еще хотел кое-что показать. Ну ладно, это мы уже прошли, эту тему оставим. Ладно, взрывы домов. У меня было еще кое-что рассказать. Много что там было интересного, кроме того, что я вам сейчас рассказал, и кроме того, что очень известно в связи со взрывами домов в 99 году. Также был обнаружен, есть бывший ФСБшник Трепашкин, который рассказал еще много интересных деталей. Например, что в Москве были обнаружены мешки с гексогеном,
в одном из домов и с детонаторами. Затем в той же Рязани, где были обнаружены эти мешки, в доме по улице Новоселова, дом 16/14, рядом находилась воинская часть. Так в этой воинской части находились мешки, такие же, какие были обнаружены в этом доме на улице Новоселова. Так вот, они были такие же мешки из-под сахара, и солдат, который охранял оружие, боеприпасы, увидев эти мешки, спорол один мешок, думая, что он берет оттуда сахар. Как известно, русские солдатики обычно всегда голодные, недоедавшие, взял чуть-чуть оттуда вот этой смеси и пошел пить чай. Попил чай, ему это не понравилось, и потом об этом он рассказал, что там был не сахар. И журналистам он об этом рассказал. И после этого солдатика отправили служить в Чечню, и что с ним стало, больше неизвестно. Итак, посмотрим ваши комментарии. Хамзат Гилаев: Аслан, дави этих прусаков, ты их бьешь по правильному месту. Так, ставьте лайки и подписывайтесь. Так. Если идти по хронологии событий, сначала поход в Дагестан, потом взрывы домов, и только после этого начало Второй российско-чеченской, то получается, что поход в Дагестан не был причиной войны. Да, именно так, Виктор, именно так. Поход в Дагестан, так называемый поход в Дагестан, спасательная операция Басаева с добровольцами рядового, еще раз подчеркиваю, рядового, на тот момент, который не занимал никакие посты, рядового гражданина Шамиля Басаева, который входил в организацию там, Дагестана и Чечни, там вооруженное крыло возглавлял и так далее. Эта спасательная операция должна была послужить казусом белли, поводом к войне. Но на Западе проигнорировали этот казус белли. И тогда был задействован план Б, именно взрывы домов. И вот в том порядке связь в Буйнакске с Басаевым, был сделан один взрыв, 2 в Москве для максимального резонанса, взрыв в Волгодонске, где недалеко находится атомная электростанция, для запугивания Запада, для того, чтобы Запад был более сговорчив. А если в один карман западным разным международным, и не только западным, да, там есть разные люди из Африки, из других стран, которые возглавляли, находились в разных международных институтах, и в один карман засовывается, допустим, $1 миллион, а в другой карман вам засовывается информация, что смотрите, эти чеченские террористы будут взрывать скоро атомные электростанции на территории России, и это вам может повредить. И это очень хороший аргумент появляется. Да? Мы иногда говорим, что западные политики трусливы и так далее. Да, мы не видим на сегодняшний день людей уровня Маргарет Тэтчер или Рональда Рейгана. Но мне нельзя сказать, что они такие уж и трусы, что здесь есть и нормальные ребята, как говорится. Но если в один карман кладется $1 миллион, то это уже прямая коррупция. Именно поэтому сейчас нас не хотят слышать. Именно вот это и есть та Кощеева игла фашистского КГБшного режима, который управляет Россией. Поэтому мы будем бить по этой игле. И призываю всех так делать. Бейте по этому. Оставьте все остальное. Важно доказать, что Путин никакой он не прорусский, никакой он не там патриот. Обычный гибнюк. Гнилой, подлый, лживый и трусливый.
который не имеет никаких ни принципов морали, ни рамок каких-нибудь нравственных. Обычный мерзавец и подонок, которого нужно разоблачать. И мы будем это делать, чего бы нам это ни стоило. Да, Алмула. Да, Алмула. Тайлер Дурде. Аслан, Сюрдихрила, я там сверху вопрос задавал. Очень хотел бы от вас выслушать этот ответ. Задай, пожалуйста, еще раз, друг. Фриман Антипутин, все, что происходит в политике России, представляется не историей, а мерзопакостничеством, потому что получает поддержку безмозглого быдла, самой ущербной и дремучей части одураченных масс. Аду Давлетов, Аслан, гаси фашистов. Служу Ичкерии. Нет, не кузина, но я гордился бы такой сестрой. Так, это не мне. Так, друзья, я перемотаю. Лунный свет. Ладно, раньше не понимали русские, что кто взрывал дома. Сейчас все знают и молчат. Как это понимать? Абсолютно так, лунный свет. И знаешь, я сделал очень интересное такое наблюдение. Я у себя в эфире это тоже говорил. Есть Пивоваров такой, да, и его канал «Редакция», где он рассказал про эти взрывы домов. Это было очень интересно наблюдать, читать комментарии. Конечно же, фильм получился на троечку, так, хотя профессионально все, но не хватает немножко духа говорить все до конца, как есть. Так вот, в комментариях, во-первых, это видео сразу же набрало больше просмотров, чем другие видео за тот же период времени на канале «Редакция». И комментарии просто. Все понимают. Русские все знают. И нету ни одного уже человека, ну, кроме какой-нибудь там журналистки этой, как ее, Латыниной, которая ГБшница, которая делает вид, что она еще не знает этого. Все русские этого, практически все, кто мало-мальски интересуется темой, все прекрасно все понимают. Именно поэтому они сейчас и боятся. Да, нас утопили в крови, в своей собственной крови. Но русские аплодировали этому, а теперь боятся. Боятся даже произносить, вообще говорить, затрагивать эту тему. Да, все русские понимают, ты прав. Так. Так, Аслан, считаешь, есть смысл говорить о каких-то надеждах, если после всего тотальная ложь, обнищание, культ ненависти, верхи ворующих тоннами, народ РФ упрямо голосует так, как они проголосовали? Тут я немного выступлю защитником, адвокатом русских. Я знаю, что такое в России выборы. Я знаю, что такое выборы, и я знаю, что сейчас русские уже не голосуют. Не голосуют так. Поэтому выборы это все туфта, полная туфта. Так, Татьяна, твоя мать пострадала там? Так, у нас есть кто-то, кто пострадал? Так. Вот она, Татьяна. Так. Ну вы бы на русском сразу написали бы: The explosion of a house on
Kashirka was so strong that my mother felt this exploding in the 5-story building on Nahimovsky Avenue. Mom and I knew who was behind the explosion. И я извиняюсь за свой английский, потому что мой английский уже больше похож на немецкий стал. Татьяна, я так понимаю, сказала, что был сильный взрыв, и они находились с мамой в пятиэтажном, по-моему, доме на Нахимовском авеню, проспект, Нахимовский проспект. Да, это недалеко от Каширки, я жил на Нахимовском, кстати, проспекте. И они с мамой знали, кто стоял за взрывами. Нужно об этом говорить, Татьяна. Тейлор, во время заполнения грин-карты там есть графа место рождения. И так как я родился во времена Ичкерии, хотя бы тебя как юристу задать вопрос, нужно ли мне указывать Ичкерию как место рождения? Конечно, нужно. Обязательно нужно указывать, конечно. Обязательно. Ичкерия была признана, наблюдатели со всего мира были у нас на выборах. Россия была признана Ичкерия, поэтому, конечно, нужно указывать. А если кто-то не признал нашу страну, это проблемы да, это нам тоже создает проблемы, конечно, но это нас нисколько не должно смущать. Мало ли, что кто-то кого-то боится, или кто-то хочет поиметь какую-то выгоду, да, заработать какую-то копеечку на вот этом русском преступлении против чеченцев, да, закрыв глаза. Конечно, нужно указывать, еще как нужно. Всегда причем. Да здравствует простой русский парень, мусульманин Шмаков, брат по вере брата Тузика. Так, Исаак Шмулевич, Аслан, твой английский супер, я живу в Америке 2 года и плохо говорю. Нет, мой английский не очень хорош, особенно если кто-то говорит, если читать, еще я могу как-то. Ну, мне нужно общаться, я английский знаю лучше, чем немецкий, но мне нужно практиковаться. А пока у меня нет ни времени, ни с кем даже практиковаться. Тейлор Дурден. Я указала место рождения ЧССР, но все равно приписали Россия. Да, мне тоже написали Россия, я, правда, зачеркнул. Я никому не советую так делать, но если у вас сильное чувство несправедливости, которое к нам из-за этого высказывает, то, конечно, пишите и боритесь. Например, я зачеркнул крестиком, а это уже я документ, считай, испортил. И у меня полицейский посмотрел, как-то я стоял на митинге, и полицейский посмотрел мой документ. И сперва так, ах, что это такое, ты что это такое? Ну, а я стою как раз, доказывая, что я не россиянин. И он вспомнил, что я на митинге стою, и что перед ним очень принципиальный парень, видимо. И он сразу, ладно, отдал и не стал усугублять наш конфликт. Спасибо ему за это. Отдал мне мой паспорт, и я ушел. Так что вот так вот. Поэтому, да, пишут. И когда мы сейчас поехали, нас, как бы, российская сторона, вот, если помните, Григорий Эммануэль пригласил, ну, был одним из тех, кто там организовывал нашу поездку туда, в Польшу, на форум, экономический форум. И там нам с Хусейном выдали, Хусейну, мне и Муслиму, моему брату, выдали вот эти таблички. Вот. Кстати говоря, покажу им. Вот видите, вот здесь написано Германия. Так вот, там было написано Россия, когда мы туда приехали. И вот такую нам свинью подложили организаторы вот этого форума, кто нас туда пригласил.
Хусейн Исханов сразу же обратил на это внимание. Я не сразу смотрю, Россия, точно. Хусейн говорит, смотри, что написано. Ну, нам быстро поменяли, так быстро, что мы даже удивились, что так быстро нам поменяли. Хотя мне с Хусейна написали Россия, а моему брату Германия. Но он гражданин Германии, он никогда не был гражданином России и не собирается им быть. А мне вот написали Россия. Я был вынужден быстро, чтобы нам поменяли. Так, пойдемте дальше. Рано или поздно придется признать, что Россия захвачена ГБшной хунтой. Все свободные страны должны прервать отношения с данной хунтой. Да, именно так. Хамзат Гила, это было сделано, чтобы не связывать Рязань с московскими взрывами. Как думаешь, Аслан, в США у чеченцев бывают такие же проблемы, что встречают нас в Европе? Конечно, бывает. Я не знаю, о каких проблемах ты говоришь тут в Европе, но, конечно же, бывает. И знаете, немцы, французы, американцы, это такие же люди, как и мы. Там есть и хорошие люди, и плохие люди. Единственное, чем отличается вот то, что я видел, проживая в России и проживая здесь в Германии, то, что люди соблюдают закон и уважают права людей, права человека уважают. Что нет лжи такой массовой лжи, которая есть в России. То же самое, наверное, есть в Америке. Вы встретите и расиста, и фашиста, и плохого человека, и маньяка, и всяких можно встретить где угодно. Поэтому думаю, конечно, ничем, везде все одинаково. Ассаламу алейкум, салют всем, говорит Мальдан. Ва алейкум салам, Мальдан, машвой. Так, Муслим Арцуев. Кадыровы, как по приказу, начали гнать на Закаева. Да. Да, это очень такое интересное совпадение, что вот сейчас начали. Была попытка убийства меня, и после этого начались разные вещи. Такой информационный закидон. Ну ладно, все равно мне поверят только после, когда я все соберу и покажу. То есть Россия не захвачена, она и есть ГБшная хунта против всего мира. Большому сожалению, ты прав. Большому сожалению, русские по большому своему, по большей своей части, они имперцы, то есть фашисты. И Путин один из них. Путин не прилетел с галактики, с Марса, там еще откуда-то, из другой галактики или из другой планеты. Нет, это кровь от крови, плоть от плоти. Да, когда становится тяжело, тогда они отказываются от этой своей идеи. И эту идею, их фашистскую, имперскую идею, ее нужно как-то лечить. Кто это будет делать, я не знаю. Так. Лунный свет. Все республики бывшего Союза должны помогать Ичкерии, иначе их может постигнуть такая же участь. А справедливость восторжествует только после освобождения Ичкерии. Именно так. Так. Друзья, время уже нашего стрима подошло к концу. На этом, я думаю, можно заканчивать. Отвечу вот на последний вопрос Виктора Марковича. Аслан, чеченцы без проблем понимают ингушский язык. Какие языки Кавказа вам легко еще понимать? Чеченцы это те же самые, ингуши это те же самые чеченцы. Чеченцы те же самые ингуши. Ну, не считая там разных народов, которые
вкраплены к нам. Но говорим мы на одном языке. Это чеченский язык, ингушского языка как такового нет. Есть один наш чеченский язык, и мы один народ по факту. Просто в силу исторических и усилий России мы разделены. Мы один единый народ, который всегда был и будет до Алмула. И мы найдем общий язык, и никогда у нас не было вражды и не будет. А если будет, мы всегда разберемся между собой. И кроме этого, другого языка чеченцы не знают. Есть еще урарту, говорят, глинопись, древние глинописи на языке урарту можно расшифровать при помощи чеченского языка. Других языков, похожих на нас, я в мире не встречал. Хамзат говорит, интервью с Даноичем, ведущий на НТВ, он отрицает, что в московских взрывах не было гексогена. Официальная версия Руси, что был гексоген. Покажи это их противоречие, найди это интервью. Мегар Дудалмула, я постараюсь, не забудьте, постараюсь поискать. А если что, вы мне находите и скидывайте ссылку, Хамзат. Я тоже буду. Мне нужна иногда бывает ваша помощь, чтобы направить, подсказывайте, подавайте свои идеи, я с удовольствием буду их озвучивать. Все, что разоблачает КГБшную, ФСБшную ложь, я буду с удовольствием делать. Так, на этом наш стрим заканчивается. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. И все будет Ичкерия. Да, Алмула. Ассаламу алейкум. Адикюэль Машуэль. Всего самого хорошего, спокойной ночи, друзья. И до новых встреч. До свидания.